Так, ну что тут? У нас осталось 3 доски. 3 доски. 1, 2. И зря я плотно так, как сказать, когда складывал, плотно складывал его, некоторые доски почернели, там, пожелтели. Эта доска вертлюгом пошла. Вроде сосна, но вон, смотрите как. Вообще нехорошая доска. Ну, хорошо, что материал осталось. Сейчас заглянем внутрь, что там. Не стал подробно снимать, как все было, потому что время, чтобы не терять. Смотрите, вот такая картина на данный момент. Немножко по уровню так сделал. Не скажу, что очень высоко. Вот я шапку снимаю и думаю, потолок тот же самый. Высотой остался. Та же самая высота. Хотелось бы хоть немножко на сантиметров 10, чтобы повыше было, но все, уже ничего не изменить. Здесь уже можно ночевать. Стол не выносили мы, остальное все. Сейчас мы будем обедать и... Так, ну, что там? Щель вот осталась. Вот, где-то сантиметра 3-4 щель. Ну, думаю, заморачиваться не буду. Я закрывать также не буду. Сюда клин прибью. Доска еще будет высыхать. Там, может, еще месяц, 2, 3 будет сохнуть он. И клином можно еще немножко прижать. Здесь также щель. Вон, смотрите. Пусть продувает, в принципе. Пусть продувает все. Дышит подполье. Там, наверное, я какую-нибудь рейку прибью. Но это уже точно не сегодня, потому что у меня такой рейки нету. Как типа плинтуса, что ли. Прижать вот эти доски, чтобы не шатались. Я гвоздями прибивать ничего не буду. И с этого места еще также можно. Завтра, может, что-нибудь привезу. Так, первоначально чуть-чуть я не так измерил доски, немножко коротковато. Пускай, это ничего страшного, пусть продувает. Ничего закрывать не буду. Все, пусть продувается. Здесь точно надо что-то прибить, рейку или... Ну, завтра займемся уже с дверью. Сейчас мы пообедаем и будем стелить нары. Нары постелим. И, как сказать, здесь еще также нары постелим. Это сегодняшняя работа еще нам предстоит. А завтра уже с дверью будем разбираться. Здесь установим печку. 3 ряда кирпича поставлю ради безопасности. Ну, примерно так, ребят. Такие дела. Вот такая изба. Здесь будем отдыхать. Ночевать. Денис сварил суп. Сейчас мы будем обедать. Вкусный суп кушаем. Уберем территорию. Ну, постепенно, что-нибудь, да. Все равно до вечера будем делать. Дел очень много еще. А сейчас обедаем. Айда кружится возле стола. Сейчас тебе тоже суп нальем с хлебом. Покушаешь. Чайник се не стачева или тоже? Сейчас, Айда. Айде уже налили суп. Пусть остынет. Сейчас покушаешь тоже. Убитые чайники,
Что на первой, что на второй избе. Поэтому надо. Так. Полевые условия такие должны быть. Не надо там заморачиваться, что какая-то гигиена или еще. На природе тут заразы никакой нету. Да и у нас что, кипяченый чай кипяченый пьем. Суп. Суп сегодня у нас из пачковый, который я обычно на походах, как сказать, варю. И с копченой колбасой. Процесс варки не снимали также. Но самое то для обеда. Вот у нас колбаса, пачковый суп и картошка. Больше ничего, никаких добавок тут нету. Соль. Соль ты пукты, да? Пукты что? Быстрый суп. Вчера макароны варили, но думаю, в жару лучше что-нибудь жидкое. Вот суп или еще окорочка или что там, мы как квас на теневичем. Окорошка, да, окорошка. Ага. Окорошка это точно тема в жаркие дни. Вон укроп на это на день свием. Зелень. Все вчерашнее ничего не ели мы вчера, блин, толком. Некогда было и нормально есть, там все время работать. Бегом. Сегодня чуть-чуть уже расслабленно работаем. А завтра вообще. А послезавтра вообще можно расслабиться. Печь там, главное, с размером. Жесть надо. Безопасно все сделать. То действительно труба нагревается не кухры-мухры. Жар офигенный там. Очень вкусно. Сейчас, короче, мы обедаем и дальше работаем. Вот и дождался Айда обеда. Мы пообедали. У нее все остыло. Хлеб с супом. Очень довольно вкусно кушает. Вот так. Пообедали. Смотрю, я тучи уже надвигаются с южной стороны. Юго-восточный ветер. Вот эта стена леса вот задерживает ветер, и поэтому не так сильно дует тут. И еще вот все это зарастает, и тайга будет вообще. Летом, конечно, тут комаров очень много будет.
Короче, ребят, хочу показать, какими гвоздями мы в 90-е пользовались. Вот из проволоки. Пятерка, наверное. Гвозди в те времена вообще проблема была. Да, и сами понимаете, кто прошел 90-е. И вот охотничьи избы, все мы строили вот таких, с такими гвоздями самодельными. Бывало там потоньше, потолще гвозди делали. Сейчас, конечно, время другое. Сейчас и гвозди есть, и вместо мха там пену используем. Но были времена, когда вот все это из проволоки делали. Экономили вообще. Тяжелая жизнь в те времена была. Вот такие дела. Немножко подметаю. Здесь уже полку тоже убрал. И у нас тут книга Ловия Би. Живой огонь. Кылбур яс, поэма яс. Чисто на каком языке тут написано. Вот. Это стихотворение. Вот. Ну, читать лень, конечно же. Перлички шменкада. Траджелен техника нет. Minä шубет. Истек. Истек. Если спички оставим. Это спички даже очень древние. Еще хорошие спички вон. Старые запасы, череповец. Год нету. 85-й может год. Хотели выкинуть, я думал там чай древний, а тут оказывается спички были. Ну, это пригодится. Это раритет. Старые. Да, сколько лет уже прошло. Все лишнее выкидываю, убираю. Будем подметать пол.
Также еще буду пилить тут, шуметь, на основной я так немножко хоть подметем. Ну, может, кому интересно, почитает. Когда-то давно уже я книги привозил. Когда еще, наверное, помнится, щенам белорусам на Беларуси возили керосинка. Тут тоже соль. Мышиные какашки тут в основном. Вот прошлогодняя, может, плесень цвела. И вот эта пыль вся еще прошлогодняя. Будем надеяться, что от этой заразы избавились. Если куда-то он не затаился еще в каком-то углу. Там очень водя склеенка еще, Денис. Надо тоже сжечь. Это тоже почащуй в печку. Клеенку привезем. И будет еще новое. Новый пол. Нары чуть-чуть ниже стали у нас. Почему-то. Пока я не понял почему. Сантиметров на 10, думаю, даже. Так, работа продолжается. Решили поменять нижние бревна вот здесь.
Это бревно трогать не будем, только снизу там от земли отделим и все. А тут, смотрите, зараза такая, блин, где прячется. Вот. Считай, если не поменяем тут, это может со временем обратно в избу пойти. Сейчас мы это бревно выкинем подальше и очистим и новое бревно туда затолкаем. Тоже с плесенью. Так, или таке подоласники ще на поктушку. Колись. Угу. Косаяннян. Ух ты, щемати. Так, кажется, це нормально. Вот. Будем заканчивать. Будем заканчивать сегодня. В принципе,
Все, что запланировали, сделали. Да, и больше даже немножко. Эти бревна сегодня вообще в задумках у меня не было, чтобы поменять. И хорошо, что поменяли, потому что обе бревна, они уже с плесенью. Как бы с избы уже плесень перешла сюда. Но сейчас поменяли, и пока вот так будет стоять. Что-то там. Время, ребята, 7 час уже. Мы закончили на сегодня работу. Рабочий день почти 12 часов получается у нас. Не почти, а где-то 6 часов вышли. Немало поработали также сегодня. Вкратце расскажу, что как. Пропенил все щели. 3 бревна мы вставили. Самое нижнее здесь бревно, там внутри под полом получается. И здесь одно бревно. Тут я пропилил 2 поддувала, вот, скажем, под полом там сквозное будет, что вот здесь 2 штуки, там 3 лаги стоит. Лаги стоят у меня на земле. И просто у меня возможности нету, чтобы повыше сделать или, ну, только так. Короче, 3 лаги, и между лагами у меня вот прорезь такая, чтобы сквозное ветер гулял. Ветер гулял, проветривал. Здесь все закрыто, а вот тут все открыто. Для ночевки можно там прикрыть чем-нибудь, там любым, там можно доску подложить или же сеном там закрыть. Это нет проблем. Зато проветривается все. Плесень, чтобы не зацепилась. Здесь у нас пол постелено, все новый пол. Нары у нас поуже на одну доску, потому что печка для буржуйки, чтобы просторнее было, чтобы пожароопасно ничего не было, как сказать. Сюда новый скатерть еще привезем, можно здесь спать. Здесь одному человеку спать можно, здесь 2 человека вмещается очень легко. Вот. Завтра фронт работы у меня будет, буду заниматься, дверь. Сделаю дверь нормально, чтобы открывалась, закрывалась. Здесь также поменяю эти доски. Вот этим все займемся уже завтра. Сегодня подустали конкретно. И хватит, в принципе, достаточно. Так что так, это не закрою. Моторка спустился. Так, тут еще остается это бардак убрать. Одним словом, встретимся завтра. Продолжение фильма будем снимать уже завтра. Так, печка топится. Это тоже печку заткнем. Одним словом, не буду уже... Все, айда, муцатыш. Не буду больше болтать сегодня. Мы поедем домой. Да, айда.